Тема сегодняшнего дня такая: брачные отношения, именно вот с точки зрения обычаев и традиций кыргызского народа. Да? Почему я себя называю независимым исследователем в этой сфере? Да? Потому что это как бы не прямая такая сфера, в которой я бы работала, да, или не такая сфера, в которой я ежедневно, да, вовлекаюсь именно с точки зрения работы, да, а эта сфера мне интересна именно с точки зрения своей души, потому что когда человек, мне кажется, работает с душой, у него что-то лучше, наверное, получается в этой сфере, да. Я имею где-то более 30 научных трудов, или 35 где-то, да, но я, наверное, больше горда именно тем, чем я занимаюсь в сфере именно обычаев, традиций кыргызского народа, хотя моя основная сфера, в которой я работаю, это международное право. А также я работаю в сфере антикоррупции, я работаю с государством по антикоррупции. Но когда у меня есть возможность посетить какую-либо страну, я сразу же бегу в национальные библиотеки этого государства, да, в поиске какой-либо информации по обычаям и традициям нашего народа. Потому что при изучении этой работы, при изучении этой тематики, в первую очередь очень много уходит сил для поиска информации, для поиска трудов, вот историки меня поймут, да, и правовые антропологи меня поймут, да, что самое трудное — это найти архивные данные. А если говорить про юристов, то нам нужно искать именно дела, судебные дела, непосредственно как проходили процессы, как вообще брак регистрировался, да, как вообще развод оформлялся, как опека над ребенком, да, например, устанавливалась, то, конечно, это нужно искать очень много, это уходит времени. Да. Поэтому я себя и называю именно в этой сфере независимым таким исследователем, потому что это моя тема, ну, которую я изучаю когда в досуге, да, в период досуга. Да. Почему эта тема? Почему я решила, да, именно изучать брак и семья с точки зрения обычаев и традиций? Потому что, когда ты рассказываешь об этом, в принципе, любому, даже с ребенком поговори о браке и семье. Можно хоть что-то рассказать, можно получить много вопросов. С любым человеком, когда ты разговариваешь, по поводу брачно-семейных отношений, можно очень много получить вопросов, можно очень много узнать у человека, да, потому что все-таки брачные отношения, семейные отношения — это не только, как в советское время говорилось, это ячейка государства, да? Это та атмосфера, в которой мы ежедневно живем. Это та цель человека, для которой, мне кажется, он и живет иногда. Если говорить, например, про родителей, он живет для своих детей, да? А дети в будущем потом думают, как им стать родителями. Да? То есть, если так посмотреть, это такая частная сфера каждого человека, да? Но при этом государство в этой сфере играет очень тоже важную роль. Как вы думаете, как государство может вообще играть в сфере семьи или в сфере брака? Это же, ты же говоришь, это права, это же твои права, да, это твои частные права, выходить замуж, не выходить, там, жениться или нет, да. Но государство это постоянно регулирует эти вопросы. А зачем государство должно регулировать эту сферу? У нас сейчас же эпоха прав человека, да? Зачем государство должно регулировать? Да, потому что сейчас же эпоха прав человека, это же как бы... Чтобы соблюдать права человека? А именно семья, именно брак — это такое, мне кажется, интимное право человека, это такая закрытая сфера у каждого, да, потому что в каждой семье происходят свои какие-то тайны, да, секреты, да. Например, секретно избивать мужа или жену нельзя. Да. Государство это пресечет, должно пресечь. Да, должно пресечь. А брак или семья, вообще государство, мне кажется, основная задача государства, чтобы люди были счастливы, да. А человек счастлив тогда, когда у него все хорошо в семье, со своими детьми, да, все внутри, то, что происходит у него ежедневно дома вечером. Да. И государство, это цель с государства, чтобы и брак строился правильно, и семья, то есть, то есть она не разрушалась. Да. И вот на самом деле, если посмотреть обычаи и традиции нашего кыргызского народа, да, и вот кыргызстанского народа, не могу сказать, да, но кыргызского народа, да, то, знаете, основная цель-то вообще всех обычаев и традиций была именно продолжение рода, именно охрана, именно семейного очага, именно вот все обычаи и традиции, если так посмотреть, они все относительно брака и семьи. И это очень интересно, потому что, если говорить о целом государстве на сегодняшний день, да, семья — это только часть заботы государства. Есть национальная безопасность, госграницы, куча много различных забот у государства, да, антикоррупция тоже, да. И брак и семья, к сожалению, на сегодняшний день почему-то ушла на задний план. Хотя, на мой взгляд, да, это должно быть одной из приоритетных задач государства.
Если в семье хорошо, то, мне кажется, это также влияет на, вообще на развитие всего государства в целом. Да? И вот если так изучить обычаи и традиции, почему когда-то давным-давно начала изучать эту сферу, то если в семье хорошо, то, мне кажется, и вообще во всем государстве будет хорошо. Поэтому, мне кажется, государство должно в первую очередь думать о семье, вообще о вот этих вопросах. Да? Ну, например, да? Давайте, это вот брак, да? Вот на сегодня, если так посмотреть, вот, чтобы заключить брак в Кыргызстане, да, вот брачные отношения, да, вот что вы должны знать? Взять паспорт и пойти в ЗАГС. Взять паспорт и пойти в ЗАГС, правильно. А почему ты так делаешь? Ну, почему ты должна так сделать, как вы думаете? Потому что брак будет официально зарегистрирован. Да, зачем регистрировать брак? Чтобы ты был государственным реестре, что ты замужем, чтобы у тебя были права мужа и жены, чтобы когда родился ребенок, он родился законно, у него получили свидетельство о рождении и так далее. Ну, будущий юрист, да, точно все. Да, правильно. Хорошо. А вот для юристов очень важно зарегистрировать брак. Да, еще хотите добавить? Тоже потому же самое, да, если там брак не состоялся, жена была защищена. А вот что такое защищена, как вы вот понимаете? алименты, Правильно. Брак регистрируй. Или у мужа больше прав, когда ты женат, у него больше прав, может в суд подать. Там, совместное имущество разделить, да? Пропал, может заявление написать. Правильно, правильно. Вот, например, в Кыргызстане у нас был один случай, вообще, вот когда вот у меня тоже когда-то давно была практика именно семейно-бракоразводных процессов, и знаете, был такой случай, умер глава семьи. Поднялся, жена, осталось 3 детей, поднялся вопрос наследства. Кто будет наследовать имущество, да, семейное? По документам с женой только нике. Жена отпадает из очереди, то есть есть наследственная очередь такая. Нике, религиозный брак, да, в мечети, да, когда вы идете в мечеть, мулла регистрирует брак, да, то есть религиозно регистрирует брак, да. С женой только нике, она отпадает из очереди. Старший сын, поскольку у кыргызов есть такая традиция, регистрировать на имя дедушки, то есть если вы слышали, да, и до сих пор такое есть, вот нужно сына зарегистрировать на имя дедушки, то есть дань уважения дедушке. Старший сын носит фамилию и имя дедушки, он выпадает из очереди тоже, наследство. Второй сын, потому что отец был где-то в России в это время, она записала только на себя женщина. И только 3-й сын был написан на имя отца. Это был реальный случай? Это реальный случай в суде, понимаете? И вот кто наследует все имущество, только единственный человек из всей семьи. Потому что регистрация брака, она очень нужна, она необходима в случае последствия для развода. Да? Вообще в период брака, да, либо, например, деление имущества между супругами в случае развода. Да? Брак очень необходим, и государство пытается донести до всех, что брак очень необходим, именно регистрация брака. Однако бытовая ситуация в Кыргызстане показывает, что браки не всегда регистрируются. Почему? Мы понимаем, что брак очень нужен, вот я примеры привожу, потом судебных процессов очень много, знаете, очень. На сегодняшний день статистика, к сожалению, показывает расклад традиционного уклада кыргызского общества, да, разложение традиционных семейных ценностей, это приводит к чему? Высокое количество разводов. 1/3 всех браков на сегодняшний день распадается, полностью распадается. Самая такая хорошая причина – не сошлись характерами, да? Да, вы хотите задать вопрос, Ляд? Вы вроде бы задавали вопрос, почему не регистрируют брак. Да, почему, как вы думаете? Мне кажется, первое, это потому что очень много браков, которые несовершеннолетние невесты. А второе, да. брак как бы вступают не потому, что они думают, что они потом разведутся, да, они как-то... А знаете, даже в процессе брака, вот для чего нужна регистрация брака, да? Выезд за рубеж, вывести детей. Сейчас мир глобализации и интеграции, да? Чтобы вывести детей, нужно согласие 2 родителей, да? А когда вот 2 детей и родителей, легче вывести даже за границу. Поэтому брак дает регистрация очень много, то есть преимуществ, да, вот очень много, да. Мне кажется, они не регистрируют браки из-за, опять же, потому что люди неграмотные, они просто, как вы говорили, делают нике. Мне кажется, они не регистрируют браки из-за неграмотности.
неграмотность. Вот с вами еще тоже соглашусь, почему браки не регистрируют. Никто не думает о разводе. Я с вами тоже соглашусь. Какой развод? Мы же жизнь счастливая, прекрасная. Через месяц развод. Да? Человек говорит, талак, 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 извините меня. А женщина, наш семейный кодекс, знаете, что предусматривает? Если женщина беременна или год после рождения ребенка, мужчина не имеет права подавать на развод. К сожалению, очень много. Сейчас 1 миллион человек находится в России. Наших мигрантов, да, больше 1 миллиона, да. А регистрируется брак, оставляет женщину, уезжает в Россию. Отправляет, было вот такая прям, не знаю, какое-то время, период именно СМС-разводов, талак-разводов, да, когда мужчина отправил 3 раза талак и попросил родственников выгнать эту девушку, да, из семьи. И это факты, это реальные факты. А потом говорит, я же сказал 3 слова, этого достаточно, да. А если бы брак был бы зарегистрирован, такого бы не было бы. Потому что он бы не имел бы права на такое. И дальше женщина имела право бы претендовать на алименты. Сейчас доказать, что это отцовство, это нужно проводить тест ДНК. Вы говорите, регистрировать неграмотность. Представляете, на тест ДНК. Кто из сел пойдет, да? Да, кто на это пойдет, чтобы признать отцовство через суд? Это целая процедура, поэтому регистрация намного легче идет. Процедура регистрации очень легкая, честно говоря. Но у нас вот почему-то как-то мы еще не привыкли. Видите, общественные отношения, у нас семейный кодекс идеальный, есть типовая модель семейного кодекса в рамках стран СНГ. Мы его тоже приняли, но он не полностью работает. Закон не отражает все реалии, которые есть в Кыргызстане. Да? Может быть, надо звонить в ЗАГС, приедь, мы сейчас регистрируем. Может быть, как-то нужно адаптировать, да, этот формат, чтобы люди начали регистрировать, брать. Может, действительно сделать? Сейчас Тазаком, я только что прочитала новость, нужно из интернета можно зарегистрировать брак. Да? Может, это приведет, что мы начнем уважать закон. Но пока, да, ситуация плачевная. Даже я вот по себе, оказывается, понимаю. Мы с мужем родили 2 детей, да, вот сейчас у меня 3, 2, и только потом, поскольку мы собирались уехать за границу, решили зарегистрировать брак. Даже я, как сапожник без сапог, да. Потому что мы понимаем, что регистрация брака, как-то у нас правосознание может быть, хотя мы сами даже юристы, да, это не только мой случай, это очень типично для кыргызов не регистрировать брак. Но последствия очень тяжелые, последствия особенно для детей. Особенно для детей это страшное последствие, которые есть, да. И вот мне так жалко, женщины, они такие беспомощные, бесправные. Нет, вот это ваше неправильное восприятие кыргызских женщин. Мне кажется, нам нужно пропагандировать наши обычаи и традиции кыргызского народа, потому что по нашим традициям женщина была всегда сильная духом. Всегда была сильная духа. Женщина очень много имела прав. Но давайте, когда мы говорим про обычаи и традиции, вот почему Международная система защиты прав человека, она пытается нас постоянно давить тем, что вот обычаи плохие, да, традиции плохие, нужно не дать права человеку, у нас даже глава Конституции Кыргызстана, права. Потому что права, обычаи и традиции, они диктуют обязанности каждого человека в семье и в обществе. То есть обычаи и традиции, они дают целую, можно вывести права, но большинство это про наши обязанности, которые мы должны соблюдать в нашей семье и в нашем обществе. И я вот, может быть, в рамках, когда вот молода, ой, что эти обычаи, традиции, но все равно после 30-40 люди понимают, что какие хорошие у нас были обычаи и традиции. Оказывается, они все правильно нам диктовали, но почему, я вот к чему говорю, у нас женщина, у них были и обязанности, и очень много было прав. Но это, мне кажется, другой топик, да, уже. Но права у нас достаточно были много. Просто сейчас время, какая-то трансформация негативных обычаев привела к тому, что мы думаем, что мы бедные, несчастные. Посмотрите, генпрокурор Кыргызской республики женщина. Единственная женщина среди генпрокуроров постсоветского пространства. Председатель Верховного суда Кыргызской республики женщина. Единственная постсоветская страна вот, за последние годы, где президентом была женщина. И после этого мы можем говорить, что мы такие бедные и несчастные. Не только в Кыргызстане женщин понижают, это опять же сексизм, опять же все проблемы. Где в Аргентине, да, президент женщина, президенты во всем мире мужчины. Опять же, я не знаю, почему матриархат распался, почему сейчас... Но я вам могу показать, что у нас элементы матриархата, я вам покажу, что у нас вот в наших обычаях элементы матриархата есть в наших обычаях и традициях кыргызского народа, знаете? Вот. Но они у нас есть, эти элементы матриархата. Чуть позже давайте мы их рассмотрим. Но
Просто, мне кажется, нам нужно какой-то сделать толчок, именно социологический, политологический, я не знаю, какой-то такой толчок, чтобы женщины восприняли духом. Но у нас, кажется, и так это происходит сейчас в мире, особенно в Кыргызстане, поскольку мы даже уже начинаем занижать уровень мужчин, честно говоря. Но я не только говорю это, но вот посмотрите, да, уже, мне кажется, далеко ходить не надо, да. Хорошо, брак регистрируется, должен регистрироваться законом, то есть брак регулируется законом, да, Семейный кодекс Кыргызской Республики требует регистрацию в ЗАГСе. Но помимо регистрации в ЗАГСе, да, вот, например, если в США ты хочешь зарегистрировать, то есть пожениться, ну, ты должна весь ритуал этот сделать, церемониал, да, ну, такой современный, и потом регистрация брака, да. Но в Кыргызстане, помимо регулирования вот этой сферы законом, у нас еще есть другие нормы, других правовых систем. У нас есть исламская правовая система, большинство, потому что там majority, то есть большинство населения все-таки как бы, да, вот, ну, исповедует ислам, да, псевдоислам, традиционный ислам, как хотите назвать, это тоже другой топик, мне кажется, да. И у нас брак также регулируется обычаями. Вот, например, тот же нике, да, мы говорим, нике. Но есть даже вот доказательства такие исторические, да, есть правовые, что до Средневековья у нас понятия нике не было. И если мы даже посмотрим порядок заключения брака, то нике стоит на последней стадии. Можно было уже жить, там досвадебные обряды были между женихом и невестой, сватовство, столько уделять внимания этим процедурам, а нике где-то в конце. Даже Фильтруп, Малышев и многие другие российские исследователи говорили, такое ощущение, что нике там не обязательно в кыргызской процедуре, да, в кыргызском порядке заключения брака. Где он находится по нахождению? Он стоял на самом последнем стадии. Я к чему говорю, что сейчас вот в прошлом году осенью по поводу нике очень много было дискуссий в Джорку Кинеш в парламенте, да, что нужно теперь нике регистрировать, то есть проводить обряд нике только после регистрации брака в ЗАГСе, чтобы вот этих, то есть вот таких последствий, да, негативных, чтобы их больше не было. Мы закон приняли, насколько он имплементируется, это уже другой вопрос, да, но это через скрупулезно это принималось. И это принималось, знаете, в рамках системы прав человека и женщины. Нужно защищать права женщин, поэтому нужно некие регистрацию делать после брака. Хотя можно было это доказать с точки зрения обычаев и традиций кыргызского народа, честно говоря, да, чем не только через систему прав человека. Но на сегодняшний день ислам, он играет очень сильную роль в прибрачных отношениях. Например, даже если посмотрите там объявления, провожу мусульманские тои, провожу мусульманские свадьбы, да, халяль свадьбы, да, халяль тои, да. То есть, если так посмотреть, ислам тоже присутствует, да. Тот же развод, талак, 3 раза сказать это слово и производится развод, да. Махр, это приданное, да, по исламу. То есть, вот эти нормы, они у нас присутствуют. И мы не можем оттолкнуть эти нормы и сказать, нет, у нас светское государство, статья 1 Конституции Кыргызской Республики, все, у нас есть семейный кодекс, больше ничего не надо. У нас все равно эти нормы присутствуют, и мы должны не смириться, а мы должны взаимодействовать с этими нормами. К сожалению, если мы откроем наш семейный кодекс, в Семейном кодексе черным по белому написано, религиозные обряды, вообще религиозные нормы не носят никакой силы в брачно-семейных отношениях. Точка. Но это неправда. Закон не может отталкивать то, что есть в быту. Вообще идея закона в чем? Отражать и регулировать те общественные отношения, которые у нас уже есть. Но, к сожалению, у нас общественные отношения отдельно идут, закон идет отдельно. А вот это взаимодействие у нас оно как-то никак не получается. Да? То же самое с обычаями. Обычаи и традиции, особенно в брачно-семейных отношениях, играют мощнейшую роль. Например, какие знаете обычаи, традиции именно в процессе брачно-семейных отношений? Ой, ну давайте, это преступление только что. Это как форма брака, да, если это было мнимое похищение, это была форма брака. Еще какие-нибудь, давайте чуть оставим, мало хочу. Калым, замечательно, калым. Это имущественный такой институт брака. У кыргызов это был один из главных условий заключения брака, калым. На сегодняшний день, вот я помню, несколько лет назад, в Аше один мужчина подал в суд по возврату калыма. Я за нее $3000 заплатила, она ушла, хочу вернуть. Суд сказал, извини, семейный кодекс, ни гражданский кодекс, ни один закон не предусматривает понятие калым. Ты просто дала деньги своей жене.
Нет, да, невесте, все, уходи. Но он же, это же как бы отдал деньги, да, а вернуть не может. А сейчас проблема еще с приданым, цепь, приданая. Когда после создания семьи, брак, да, заключается брак, на сегодняшний день приданое дарится семье. И сейчас приданое рассматривать как подарок семье, и это будет совместным имуществом супругов. Хотя по обычаям и традициям кыргызского народа приданое всегда было личным имуществом жены, и если она хотела развестись, она могла его с собой, то есть по определенным причинам, да, она имела право на развод, она с собой его забирала. Сейчас забрать приданое – это очень трудно. Оно рассматривается как совместное имущество супругов, отделить невозможно. Женщина хочет забрать с собой имущество, а мужчина говорит: а, стой, 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 мы будем делить пополам. Он говорит: как, это же мое приданое. А это совместное имущество супругов. Вот как здесь быть, да? Не, вы скажете, Оскар, это так низко, я ей все отдам. Ну, знаете, все так думают до периода, до момента разделения имущества. Когда идет процесс разделения имущества, даже оружие какое-нибудь, там бриллианты, все делится пополам. Люди, когда начинают на друг друга либо быть злыми, либо сейчас настолько экономически низкие, у нас экономически мы действительно слабы, да? Каждый хочет забрать все, что себе нужно в будущем, да? Вы сказали, приданное, погромче. Как бы, Да. Дается Женщине, да. да. Которая выходит замуж. А как мы знаем, то, что именно дарованные вещи, она остается именно, Да. даже при разводе, она остается у человека. Согласна, да. Но я сегодня объясняю сегодняшнюю практику, что приданное рассматривать как подарок семье. Как подарок семье. И потом доказать, что это не семейное имущество, очень трудно становится. Потому что понятие приданного семейный кодекс не предусматривает. Если ты хочешь отдельно подарить кому-то, да, я с тобой согласна, то есть подарок непосредственно конкретному человеку, да, но когда дарится приданное, оно же дарится семье на сегодняшний день, и статус этого имущества не определен. А если так посмотреть, это несколько тысяч долларов. Что Колым несколько тысяч долларов, что Сеп несколько тысяч долларов. Это большие деньги для любого кыргызстанца в Кыргызстане. Мы всю жизнь копим деньги, чтобы сделать приданное, чтобы заплатить Колым, да? А как его вернуть? Это имущество. Для юристов это очень трудно. У нас обычаи не предусматриваются нашим семейным кодексом. Изучив весь семейный кодекс, ни одного слова нету ни про обычаи, ни про традиции. У юристов как? Вот почему у нас это вообще тема для юристов такая неактуальная? Обычаи, традиции – источник права, то есть вообще это норма права, закон нет, все, до свидания, да, потому что суд не будет это признавать. Сам факт того, что идут такие споры о СЕП, о Колым, говорит о том, что первая статья нашей Конституции не работает. А почему? Наоборот, она очень хорошо работает. Светское государство, Светское? и то, что они вот это делят все по вот этим мусульманским законам. Нет, нет, это все по обычаям, по исламу не предусматривается, то есть мы не придано, Колым, Сеп, это все обычаи кыргызов. Это все обычаи кыргызов, да? Это не ислам. По исламу мы нике делаем. Поэтому, видите, здесь много институтов, вообще в процессе брака очень много институтов. И мы их должны отделять, откуда пришло из ислама, что пришло из обычаев и традиций. Приданное Колым пришло из обычаев. Это наши обычаи. Хоть ты поменяешь веру, хоть ты будешь буддистка, не знаю, ситхом, да, индуистом, хоть кем, приданное Колым у тебя точно будет, поверь мне, если ты выходишь замуж за кыргыза, да, это всегда присутствует, это наши обычаи и традиции, независимость от твоей веры, да, и твоей религии. И это приходит из наших обычаев и традиций. А как вы, юристы, делаете, когда вот встает вот этот вопрос? Вы просто говорите... Ничего не делаем. Потому что это, что не предусмотрено законом, то все, это не предмет обсуждения. Вот видите, в чем проблема на сегодняшний день, почему мы должны изучать наши обычаи и традиции? Потому что если не предусмотрено законом, о чем судья говорит, где, покажи мне статью эту, в любом документе, нету. Тогда что, а что ты тут тогда делаешь, что ты пытаешь? Предмета иска нету, все, иск аннулируется, правда же? Он вообще нет предмета спора. Это очень большая проблема на сегодняшний день. А в брачном процессе Колым и Сеп присутствуют всегда. Особенно если Колымсыз есть такие без приданой, да, вот, по договоренности, но приданное остается всегда. Вы знаете, вообще у кыргызов брак рассматривался, именно вот, говорят, вот, если мы просмотрим российских исследователей, которые в советское время, либо в период Российской империи изучали брачный вопрос, они писали, вот Малышев писал, брак – это покупка невесты, покупка женщины. Потому что женщина, видите, у кыргызов женщина – товар.
Почему? Почему? Вот он за нее заплатил халым и забрал себе, значит, она товар. И она такая бесправна, это делалось намеренно, чтобы дискредитировать наши традиции и обычаи. А у нас так не было. Сторона, мужчина, вообще брак рассматривался, знаете, вот это мы сейчас понимаем, вот чувство – это главная причина брака, да? А раньше главная причина брака – это было продолжение родства. Мы должны род были продолжать. Дети, вот самая основная ценность брака была, да? Семья, для этого все это строилось, да? Чтобы ребенок был всегда в заботе, чтобы все для продолжения своего рода. И я к чему говорю, брак, если сейчас рассматривается как любовь двух лиц, да, добровольный союз, раньше это был союз двух семей. И одна семья для поддержания хороших взаимоотношений, а для юристов, мы это как договор, одна семья давала калым, другая сепь. Очень много исследований про калым, но очень мало исследований про приданное. А это же договор договор обмена. Это чистый договор обмена. И даже когда говорят калымсыз, то есть без калыма, то есть браки, приданное было всегда. Всегда была приданная женщина за девушкой, кыргызской девушкой, знаете? Так, у кого по праву больше? У женщин в семье. Если у нее всегда было имущество, которое было всегда при ней. А она же бесприданница, они просто не выходили замуж? Знаете, у нас обычаи и традиции такого не предусматривают. Почему бесприданница? Это такое, знаете, русское слово. И в России дома, сиротские дома, они были всегда. Отдавать сирот, то есть, ну, если сироты оставались, они всегда оставались. То есть были сиротские дома, предусмотрены государством Российской империи и до Российской империи. Да? У кыргызов понятия сирота не было. Всегда был принцип взаимной ответственности родственников, оставшегося в опеке или попечительства. Если родители умирали, близкие родственники либо отца должны были ухаживать за этим ребенком. Если же даже их не было со стороны матери, не ребенок всегда оставался в семье. Если же никого из семьи не было, род должен был заботиться о ребенке. Понятия сиротские дома у нас появились позже, именно после появления Российской империи, а при советской власти они уже начали появляться. До этого такого понятия не было. Потому что основная цель брака была не любовь людей, а дети. И поэтому, говорят, вот у кыргызов нельзя было расторгнуть свой брак. Ну, извините, а причина для расторжения брака и оставления детей без попечительства, без опеки. Потому что дети, поэтому браки старались не расторгать между кыргызами. Вот, а мы вот этих моментов на сегодняшний день, мы про это забываем. Мы про это вообще, честно говоря, почему-то очень-очень много не знаем. Вот даже один мой очень хороший коллега, он писал, что на сегодняшний день, вот, почему у нас есть такой интерес к обычному праву, потому что у нас есть кризис правосознания современного общества, у нас есть кризис в обществе. Мы не понимаем нашу идеологию, но это правда, мне кажется. Мы не понимаем, куда мы идем. Система прав человека, она уже она есть, все знают свои права, а все забывают про свои обязанности. А система прав человека не учит обязанностям, она учит в первую очередь правам, самовыражению. Я согласна, это сегодня время личного интереса, но когда мы говорим про семью, про брак, это все-таки это не права, это обязанность каждого из нас. Потому что построить брак, построить семью – это кропотливый труд, который… И это наши вот предки, они это понимали, что построить семью, держать это все, семейные узы, семейный очаг, что это, почему нужны такие близкие взаимоотношения с родственником. К сожалению, у нас на сегодняшний день мы что-то мы забываем про вот эти обстоятельства, да, которые наши предки, они этим дорожили, и это было основной, мне кажется, одним из основных позитивных моментов именно наших традиций и обычаев. Вот то, что если вам видно, да, вот, например, наш семейный кодекс говорит, да, вот что такое брак. Это союз между мужчиной и женщиной, заключенный при свободном и полном согласии сторон в установленном законом порядке, с целью создания семьи, порождающей имущественные, личные и неимущественные отношения между супругами. Да. Но если так посмотреть, то что я сказала, то это определение семьи, оно не отражает того понимания брака, которое было у кыргызов. Потому что основной идеей брака у кыргызов это все-таки было продолжение патрилинейной линии родства, то есть именно продолжение рода. Да? И если говорить, например, если посмотреть на это определение, то здесь оно порождает имущественное, такой союз порождает имущественные отношения, не имущественные только между супругами, между двумя только людьми.
А если брак говорит с точки зрения обычаев и традиций, порождались имущественные отношения, лично-неимущественные, различные моральные отношения не только между двумя людьми, между двумя семьями. И эти еще две семьи поддерживаются несколько видов. Кудасюк, да? Вот слышала такое, да? Нет, надо знать, да, в будущем, да, я думаю, поэтому мы должны, видите, рассказывать про обычаи и традиции больше, чтобы все эти определения знали уже с детства, да. Например, сваты. Что такое? Не слышала, да? Я слышала. Да, это вот, да, куда? Слышала, да? Да. Куда это кто у нас? Сват. Хорошо. То есть у сватов были свои определенные имущественные отношения, были свои моральные обязанности между друг другом, да. Например, есть такое выражение «күйе 100 жылға, куда 1000 жылға». То есть если он только, да, на некоторое время, а отношения с куда нужно было поддерживать постоянно. К чему я говорю? То, что это для кыргыза было очень важно. А, например, это определение, оно не предусматривает тех элементов, которые предусматривались именно обычаями и традициями кыргызского народа. Да? Наши законы не учитывают влияние обычаев и традиций. К сожалению, нет. Например, у нас есть Конституция, да? Кыргызской республики, это основной закон, главный закон в Кыргызстане, который регулирует абсолютно все. И там есть только одна строчка про обычаи и традиции кыргызов. Там пишется, обычаи и традиции поддерживаются государством. А что такое поддерживается государство? Я до сих пор не могу ответ найти на этот вопрос. Что такое поддерживается государство? Такое слово даже непонятно, да? Это не источник права, то есть судьи не имеют права пользоваться обычаями и традициями. Поддерживается. Но мы признаем, что где-то они существуют. Я как так понимаю. Они где-то существуют. Да, они где-то существуют, наверное, да. Пусть существуют дальше, да. Что-то такое получается, да. Получается, влияние очень сильное все. Влияние мощное. Брак, если мы начинаем, все и кёсалу. Да, вот процедура идет дальше там. Куда ватущу, да, вот очень много процедур, которые требуют затрат. А все затраты должны в правовом русле регулироваться. Куда ватущу? Принес сеп, калым, да, дальше, например, вопрос, да? Да. И вот сейчас просто я думала, и у меня такой вопрос, а у нас же в Кыргызстане кыргызов чуть больше 50%, Ага. все остальные не кыргызы. Согласна. И если мы это все еще в наш кодекс включать, что произойдет с остальными людьми? Хороший вопрос. Ну, знаете, например, я написала, вот книгу писала «Обычное право кыргызов, брак и семья». Когда изучаешь обычаи и традиции узбеков, казахов, туркмен, таджиков, да, очень много общего. Очень много общего. Даже у русских умыкание невест тоже было. Даже русские обычаи, мордва, украинцы, белорусы, у них у многих есть вот эти процедуры, которые были у нас. Это первое. Во-вторых, я хочу просто на примере нашего народа, да, кыргызов, показать, что какие обычаи есть, и их нужно воспринимать. Потому что придано есть у русских. Придано есть и у русских. Калыма нету, но приданное точно есть, да? К чему я говорю? Если, например, этот будет такой межнациональный, опять, межнациональный развод, например, да, или регистрация брака, или развод, неважно, какой это обычай, какого народа, если судья будет учитывать эти обычаи, это же будет великолепно, это на самом деле будет очень великолепно. Вот, например, в США даже учитываются обычаи и традиции при разводе. Есть Native American, как это? Да, коренные, коренные американцы, да, извините, индейцы, да, вот у них, знаете, у них есть даже вот в Лоренсе университет of Native American University, и мне удалось, вот я говорю, когда я ездила по своей работе, я всегда где-нибудь просто обычаи, традиции пыталась со всеми переговорить. Я поговорила с главой племени Чероки. Их около 500 тысяч, оказывается, в США, да. Он тоже юрист. Я говорю, вот как обычаи, традиции, судьи, федеральные суды, вообще суды используют? Он говорит, конечно, используют. Например, говорит, если будет развод, женщина Native American, да, вот Native American, а мужчина, то есть, обычный американец, да, с кем остается ребенок? Он всегда останется с женщиной, потому что женщина обычно уезжает в резервуар. Или пусть это будет мужчина. Если он уезжает, Native American, в резервуар и забирает своего ребенка, ребенок останется за ним. Потому что он должен продолжать обычаи и традиции этого народа.
Это вообще шикарно. Вы представляете, с кем остается ребенок? Это тоже очень важная проблема. В Кыргызстане сейчас очень большая проблема. Лично мне кажется, нужно дать право бабушкам и дедушкам тоже оставлять ребенка за собой. У нас это тоже раньше тоже предусматривалось, оказывается. Да? Вот как, для чего нужно обычаи и традиции соблюдать. В судах США предусматриваются обычаи и традиции. А в Индии, конечно, вообще ужас. Там у них обычаи и традиции имеют очень мощную роль. Там есть закон о обычаях и традициях в семье и в браке с 1955 года. Так интересно, у них браки вообще-то, по идее, запрещены обычаями. То есть, несмотря на систему прав человека, что женщина сейчас там действительно очень сильно играет такую политическую, правовую роль, но если Верховный судья сказал нет разводу, то развода не будет. Вообще, а измена запрещена, оказывается, это преступление, вы представляете? Вот и живи теперь. То есть без веской причины развод запрещен. Это обычаи традиции индусов. Вот я просто хочу показать то, что у нас во многих странах мира обычаи и традиции играют важную роль. И судьи эти обычаи воспринимают как источник права. В Кыргызстане пока у нас что-то надо делать. Моя основная идея была, вот, как бы нам имплементировать позитивные обычаи. Да, есть негативные обычаи, я с этим не спорю, да? Но не надо говорить про негатив. Мне кажется, как бы из позитивные обычаи имплементировать наше законодательство, чтобы законодатель использовал наши обычаи. Вот, например, ладно, уже и без презентации, да? У нас для чего нужно было джейта таңдыбел, да? Для чего вот, нужно было поколения знать? В древнем мире до 7-го колена браки были запрещены. Чуть позже это начало ослабевать, но все равно до 3-го колена браки были запрещены. То есть нельзя было между дядями, тетями, да? То есть были там кузенные браки, но это как исключение, да? Но для троюродной, но, знаете, в одном селе это запрещалось все равно. Если в одном ауле это запрещалось. Почему это запрещалось? У кыргызов была одна большая проблема, потому что мы жили в горах, в тяжелых условиях, высокая смертность детей. Поэтому, понимая, что, оказывается, кровосмешение влияет на здоровье ребенка, браки были запрещены. Браки между дядями и тетями. Сегодня наше законодательство, оно это делает поблажку. Да? Да, сөөк жаңырту тоже, да, один из форм брака даже этой, да, сөөк жаңырту, да, это я с вами тоже согласна. А для чего это делать? Потому что если у тебя кровь обновляется, то поколение твое здоровье будет. И вот, кодекс на сегодняшний день у нас что делает? Он разрешает браки между двоюродными. Наоборот, надо жениться на родственниках. Это же сөөк жаңырту. Нет. Я вам покажу одну из форм брака, да, наверное. Все, куда? Мы, наверное, путаем, да, наверное? Да, это жаңырту. Но это были, вот среди бөлö разрешались браки. Например, если сын тайки, но там были свои правила. Вот, например, сын тайки имел право взять в жену дочку, вот, эжесін қызын алса болмақ, да? Но наоборот запрещалось. Среди бөлö можно было, разрешались определенные браки. Вот эти форматы были в виде исключения. Вот это, наверное, вы имеете в виду, да? Но как таковое все это запрещалось для здорового поколения. Сегодня у нас это разрешается, к сожалению. Есть сейчас случаи в Токмаке, и эти случаи очень часто не только, вот, я просто один хороший, мы когда изучали вот эти обычаи и традиции, дядя взял в жену племянницу. К сожалению, 3 детей родились с сердцем на другой стороне. Один ребенок умер. Все-таки врачи констатировали, наверное, все-таки кровосмешение случилось. Да? А у нас раньше, по нашим обычаям, традициям, как-то это предусматривалось, запреты эти предусматривались. Наш семейный кодекс делает поблажку. Запрещено только, то есть между дедушкой, то есть вот этим поколением, дедушка, бабушка, родители и дети, да, запрещены браки, и между братьями, родными братьями и сестрами. У нас только такие браки запрещены. Но учитывая маленькое количество нашего населения, мне кажется, мы, может быть, как-то, может быть, это увеличим, да, эти запреты. Например, раньше есть такое понятие свойства. То есть свойство значит искусственное родство, когда мачеха, падчерица, пасынок, да, вот отчим, эти браки у кыргызов тоже запрещались. Семейный кодекс сейчас это все разрешает.
Следующее. Например, нельзя было, вот, раньше такое было понятие, такой статус кормилица. То есть, когда вот другая женщина могла, да, вырастить одного ребенка, да. Браки между такими детьми, конечно, все запрещалось. Сейчас у нас такого понятия вообще нету, да. И мне кажется, может быть, нам все-таки немножко сделать какое-то возрождение каких-то, вот эти позитивные обычаи, может быть, все-таки использовать в нашем семейном кодексе, да. Почему бы и нет? Поэтому... Смешение не только плохо из-за большей вероятности встреч одни и те же патологические гены, для меня это немножко аморально. Даже когда это твой троюродный, четвероюродный дядя, это все равно немножко аморально. Но видите, случаи, медицинских случаев, да, о дефектах, или как это сказать, каких-то генных, да, вот эти последствия, они сейчас в Кыргызстане существуют. И, наверное, вот я вот пример привела, вот этот, да, кейс, да, то есть вот это есть, и поэтому нам нужно хоть как-то на законодательном уровне этот вопрос решить. Но мы пока что-то, да. Брачные отношения по обычному праву кыргызскому, как определяется слово обычное право? Хорошо, да. В Кыргызстане сейчас есть такая тенденция, я сам был свидетелем нескольких бракосочетаний, чисто по клинически, то есть ни ислам, ни другие, там, ссылательно, там какие-то дамы, и производят нике, все свадьбы по клинически, то есть там ни ислам, ни другие не видится. Ну вот... Это может быть это обычное право, или то, что связано с исламом, это обычное право? Хороший вопрос. Тенгирчилик — это считается одно из верований, которое было у кыргызского народа, да, которое также алтайцы, тенгирчилик, они себя считают такими ярыми тигрианцами, да. Но знаете, вот когда обычное право, мы стараемся, когда мы юристы, мы стараемся религию с правовой системой не смешивать. Когда мы говорим обычное право, мы не смешиваем с исламом. Это то, что практиковали кыргызский народ. Это то, что те нормы, которые практиковались кыргызским народом. Например, при изучении нам, допустим, вот этой темы, да, я использовал эреджи. Вот российские исследователи назвали это съезды аксакалов, съездами биев. И вот было найдено 14 эреджи Токмокского уезда, Латинского уезда, Иссыкульских уездов, да, очень многие 14 эреджи, по которым аксакалы собирались с каждого уезда и писали нормы. Так, Балдар, что делать? У нас будут такие судебные процессы, нам нужны какие-то правила, как решать эти проблемы. И это эреджи, это есть правовой архив, правовой, то есть памятник, да, памятники. Это вот обычное право кыргызов, оно включает в себя в первую очередь, что можно... И вот обычное право, это вот именно совокупность обычаев, которые защищались и санкционировались именно той властью, которая у нас существовала. А это были именно аксакалы, суды аксакалов, судобии. Да? И вот эти источники мы называем обычаи. Иногда мы очень часто путаем адат. Еще слово есть такое адат. Адат это тоже считается, что это обычное право кыргызов, но знаете, адат все-таки пришел с ислама. И адат включает в себя микс такой между обычными обычаями, традициями и исламскими нормами. Вот нике это у нас... Но это яркий пример взаимопроникновения ислама уже в нашу обычно правовую систему, да, кыргызского народа. Да. А тенгирчилик, знаете, у нас прям такое возрождение сейчас началось. Да? Но с другой стороны, мне кажется, это, вот мы, может, тенгирчилик, может, тоже иногда неправильно понимаем, но кажется, это все-таки хороший противовес тому радикализму и неправильному восприятию ислама, который у нас сейчас есть среди кыргызского населения. Да? Может быть, почему бы и нет? Мы же светское государство. Почему бы не возродить это тоже? Я вот, допустим, считаю, что это как бы в этом ничего плохого нет. Да? И вот одни, вот самые, сейчас, наверное, будет, да, много вопросов, типы брака. Вообще есть типы брака, виды брака, формы брака, порядок заключения брака, да, порядок прекращения брака. И вот если говорить про типы брака, то у кыргызов, ну, тоже из обычного права кыргызов можно найти два типа брака. Это моногамный, союз одного мужчины, союз одной женщины, и полигинея, да, это союз одного мужчины с несколькими женщинами. Да. И вот, знаете, весной был такой сильный бум, не знаю, в соцсетях, да, и вообще что-то поднялся вопрос многоженства. Это весной такой сильный бум. Летом, весной, что, знаете, вот у кыргыза всегда многоженство как бы было, давайте многоженство внедрим. Потому что, согласно, потому что на законодательном уровне многоженство – это преступление. Наш уголовный кодекс Кыргызской республики предусматривает, что многоженство является преступлением.
то есть 3 свидетельства о браке вы не сможете иметь, да? А они хотели, вот этот пункт, они хотели это сделать законным. Да, закон. Например, в Казахстане как бы запрещается семейным кодексом, но такой статьи в Уголовном кодексе нет. У нас в Кыргызстане есть статья, запрещающая многоженство, но реализации этой статьи никогда не было. У нас были попытки хотя бы хоть попытаться, да, хоть одно дело довести решение, чтобы было решение по этому вопросу, но так не получалось. Почему? Потому что истцов нету, да, иска нету самого, вообще порядка, процедуры, невозможно было возбудить уголовное дело. Вообще было в 2008 году, 2 женщины обратились в милицию за то, что их избил один муж, да, говорит, это наш муж, вот нас избил, заявление. Говорит, а давайте мы сразу многоженство запишем. Сразу же иск отозвали, ушли, нет, ничего не было, да. То есть попытки были, был один криминальный авторитет в Карабалте, у него, кажется, 3 жены были, они хотели вот возбудить уголовное дело, хоть как-то придраться, да, тоже не получилось, потому что нужно иметь свидетельство, да, нужно доказательство, что многоженство, факт многоженства есть, да? Да, вопрос? Или... Да, ну как бы реакция, тогда получается наш опять семейный кодекс как бы несовершенен, да? То есть мы как бы за то, чтобы как бы пресечь многоженство, но при этом мы не знаем, как определить многоженство, да? Потому что единственный документ, который говорит, что это был брак, это свидетельство о браке. Семейный кодекс запрещает многоженство, Уголовный кодекс запрещает многоженство, и уже новая версия Конституции тоже запрещает многоженство, да? Но учитывая, что у всех нескольких наших политиков есть факты, да, то привлечь их невозможно, к сожалению. Одна считается законной женой, остальные незаконными, да? В этом факте страдают именно дети, мне кажется, да. И вот многие, вот поднялся весной бум, надо же защищать детей, надо вот столько молодых девушек, их надо как бы вот обеспечить, да, мужем, да, поэтому давайте ведем многоженство. У кыргызов же было многоженство, и ислам разрешает многоженство, давайте многоженство ведем. Хотя вот я вот очень постаралась возмущаться, но у меня как-то это не особо получилось, но надо посмотреть причины многоженства у кыргызов, которые были. И то многоженство, которое сейчас лоббируется муфтием, в первую очередь, муфтиятом, да, нашим, именно думк, да, вот именно исламскими лидерами, с тем многоженством, которое было в Кыргызстане ранее, никакого отношения, никакой связи нету. Потому что как бы мусульманские представители сейчас говорят, мусульманские лидеры, у нас вот у кыргызов было многоженство, давайте ведем, вот, потому что мы же были мусульманами, вот основная версия, да, а давайте посмотрим, почему у кыргызов было многоженство, да, потому что многоженство у кыргызов было, но оно постоянно критиковалось. Многоженство это был яркий показатель дифференциации имущественной сословно у кыргызов. Только богатые кыргызы, только имущее сословие имело возможность на многоженство. Только имущее сословие. Вот, если даже кейсы все поднять, бедный не мог себе позволить, потому что даже обычно говорили, если человек хочет взять вторую жену, калым в 2 раза увеличился, третью в 3 раза увеличился, четвертую в 4 раза. Никто не мог этого осилить. Да? А бедные люди тем более не могли осилить, потому что иногда в бедных семьях была такая форма брака кайчикуда. То есть, когда менялись невестами, да, чтобы калым не платить. Калым это было очень важно. Да? А получается... Многоженство, давайте посмотрим. В первую очередь, почему было многоженство у кыргызов? Бездетность. Еще раз, как я говорила, это дети – это основная причина вообще брака и брачного союза. Да? И вот нерождение потомства мужского пола давало возможность мужчине еще раз жениться. Потому что дети, еще раз повторяю, это основная цель брака по обычному праву кыргызов. Да? Высокая смертность детей, когда я изучила медико-топографические очерки, да, 19-20 века, вообще высокая смертность детей, оспа на тот момент была, вообще из-за холода, горный климат. Да? Даже когда уже Российская империя появилась, то есть мы уже были в составе Российской империи, самое интересное, в одном уезде было 12 ветеринаров и 1 врач. Почему-то на животноводство врачей было больше, потому что не знали, как лечить детей. Не знали, как... Вот это была очень большая проблема, и из-за высокой смертности детей браки они разрешались. Да? Но бытовые причины. Большое хозяйство, больше рук. Да? И поэтому было и также одной из причин, почему браки разрешались, да, многоженство. И обязательства, вытекающие с обычая ливерат. Был такой обычай, мне кажется, он был замечательный. Ну, мне так кажется, да, но есть и правовые причины для этого. Если у брата, если
умирал брат, то мужчина обязан был жениться на вдове. У вдовы было право. Она могла выбрать самого молодого себе из рода. Для чего это делалось? Чтобы дети оставались в той среде, в которой они всегда выращивались, то есть в которой они росли. Даже сейчас казахские ученые пытаются поднять этот вопрос леверата. Вот сейчас говорят, столько количества браков. Женщины уезжают из сел, забирают детей, первую очередь, вторую очередь, из одной квартиры, вторую квартиру, третью квартиру. Почему бы детей не оставить в той среде, в которой они привыкли расти? И вот это такой был обычай, чтобы дети оставались в той среде, в которой они всегда жили, чтобы для их блага. Поэтому такая была форма леверата, но последний раз в Кыргызстане он где-то встречался еще в 60-е, 70-е годы, да? 60-е годы. Сейчас такого формата нету, да? Но такая форма брака, она присутствовала. Когда это была обязанность родственников, но вдова могла выбрать самого молодого, любого. Самого молодого она могла выбрать. И, конечно, позже она уже могла быть старой, да, поэтому он имел право еще вторую жену взять, потому что она не могла уже рожать. Да. Но у нее также у вдовы было право вообще замуж не выходить, становиться главой этой семьи, если у нее уже были подросшие дети. То есть это было право вдовы, да, никакой обязанности не было. Да. И многоженство у кыргызов появилось не с принятием ислама, а существовало как один из элементов большой патриархальной семьи, да, вот, бытовавшей у кыргызского народа. Поэтому, когда говорят, 4 жены давайте введем, ну, у кыргызов были и по эпосу у нас, да, и вообще по многим, и побольше 4 жен было, да, то есть это зависит, трофейные браки были, когда, то есть в виде трофеев, военно-политические браки были, да, военно-политические союзы, да, когда приходилось, то есть это, ну, это на уровне уже руководства, да, нашего кыргызского народа, когда должны были для примирения сторон или для восстановления мира браки творились, да, то есть зарегистрировались. Но многоженство среди кыргызов встречалось редко. Если так посмотреть исследования, среди большой части кыргызского населения многоженства почти не было, да? Потому что, оказывается, была такая примета, что с 2 женщинами счастья не будет. И вот я вот нашла такую интересную такую поговорку, я не знаю, насколько она сейчас распространена, да, вы видите, «Эки хатын алыпсың, бири балеге халыпсың», да? Это вообще, я вообще рада была найти эту поговорку, потому что и это писалось еще в начале 20 века. Малышев, он изучал семейное право кыргызов, и он нашел, что среди кыргызов не бытовалось многоженство, потому что считалось, и так женщинам и так много прав имеет, зачем на голову, да, себе еще вторую. Вот эта поговорка, как источник, да, обычного права, показывала отношение кыргызов к многоженству. И мне кажется, это вот надо вот показывать. Не было у нас многоженства как такового, как пытаются сейчас мусульманские лидеры это доказать, да. Время, да? Перейдем к обсуждению. Хорошо. Да, ой, извините, да? Нет. Ну, давайте, какие у вас есть, если есть вопросы?